Есть автошкола. Когда у вас желание будет дома или где-то появятся у вас шансы учиться здесь, чтобы больше иметь права российского, чтобы гражданство получить, то по закону права категории А, Б, С, Д, ваши права где-то есть, хотят здесь учатся 2 раза в неделю по 2 часа, так 3 месяца. Потом вам дают направление, автобаза, таксобаза, КАМАЗ, чтобы уйти от этого называемой черновой работы. Зарплата в автобазе 70 тысяч, 60 тысяч, 70, 80 тысяч, дальнобойщики 90 тысяч. Ну, потом дальше приходится. Это уже вы сами решаете. Я немножко повторюсь, уважаемый. Я директор этого учреждения, которое называется учебно-спортивный центр. Занимаемся оказанием услуг в сфере безопасности дорожного движения. То есть обучаем по 11 программам. Вам уже сказали А1, ББ1, то есть, ну, я думаю, вы меня понимаете, права. То есть у нас и переподготовка, переучивание с Б на С, и на Е. Е это не столько прицепа, а сколько полуприцепа. Полуприцеп это что? Дальнобойщик. Вот на все эти виды транспортные средства мы осуществляем подготовку. Материальная база, ну вы сами увидите. Я думаю, можно на одной руке пальцы зажать, где есть еще такая учебно-материальная база. В прошлом году в Москве проводился конкурс на лучшую автомобильную школу по подготовке там по различным видам категорий. Так вот, по категории на С, это большегрузные машины, мы заняли первое место. Лучшая школа в Москве. Ну, в прошлом году вот мы 1400 человек подготовили в сфере безопасности дорожного движения. Это на Б. На Б мы подготовили 600 человек. И на С. На С мы подготовили порядка 300 человек. И еще где-то порядка 200 человек мы по госзаказу готовим для вооружения. Качество подготовки соответствует всем требованиям, потому что оценивает нас ГИБДД. В том, чтобы получить прочные знания, которые позволят потом безаварийно эксплуатировать технику. А раз безаварийно, соответственно, работодатель будет ценить это все, и это все будет в материальном выражении исчисляться. И, наверное, вот что еще важно, значит, тот, кто у нас обучится здесь и получит права, попадает в базу данных основных московских работодателей. Это Мосгортранс, Магнит, деловые линии, грузовичок. То есть авторитет этой школы настолько высокий, что работодатели, зная, что вы отучились в этой школе и получили права, сразу попадаете вот в первых рядах на работу. Ну, конечно, там все равно испытательный срок. То есть здесь вот вы не просто сдали и получили права, вы еще, у вас появляется шанс трудоустроиться легально. Да, кстати, забыл сказать, по категории Б у нас сейчас партнер заинтересован Яндекс.Такси. Вот с нами работает. По категории С это коммунальные компании московские. И, в общем, по категории Д это автобусные маршруты. Поэтому здесь большой проект. Большой проект. Вот, собственно говоря, вот это важно. Что у нас руководитель господин Владимир Владимирович Путин. Я говорил в ответ. Всегда Всевышний что-нибудь сделает хороший подарок нам. Российскому народу Владимиру Владимировичу Путину, а вам, трудоиммигрантов, Анатолию Борисовичу, этому миру. Те люди, которые сегодня стараются в ДОСАФ и вам предоставят такое глобальное ощущение. Просто во сне многом даже не снится. Задача наша в одном. Убедиться в том, что люди из советского государства
до сих пор остаются дружелюбными, миролюбивыми. И они хотят быть рядом с российским, русским народом. Всегда шли наши отцы и деды на фронт, говорили одно. Может быть, потом появится слово за Родину или за Советский Союз. И когда была за дружбу народу, также люди вышли с окопами и кричали за нашу дружбу, за наш суверенитет советского государства, за сильную державу, в лице русского человека. Сегодня я вижу, что нам открывают обратно свои двери, мы ехали сюда, остаться. И самое главное, поменять мнение общества, местного населения. Столько людей сегодня работает на различных автомобилях, практически у них нет не права удостоверения не ведут, а права человека здесь нарушают. Вот именно здесь, помимо того, что прав у вас, еще прав, которые связаны с вашим трудом, именно будет действовать в дальнейшем, взаимодействие вашими работодателями будет вас защищена другими общественными организациями, и в том числе это учебный центр, который вам дает образование. Сегодня сотни людей хотели прийти утром сегодня. И поскольку у нас встреча была в другом месте, мы перевели именно сюда. Многие из вас появится сегодня желание в дальнейшем передать своим братьям, чем находиться с этим лопатой вечно, или с теми телег, которые тащим на садоводы или в Люблино, и других рынках. Не может быть целая семья из 5 человек всю жизнь за собой таскать телеги. Давайте одного нашего брата с него сделаем цивилизованного, не ученого человека. А хотя будем нам радостны, что наш брат получил международные права, именно права российские, можно за пределом России выехать. И там же работать. Обратите сейчас внимание, вам покажут в 3 группе, когда вас разобьют, посмотрите учебный центр, посмотрите на те, техник, которые сегодня обучаются не только гражданские лицей, а курсанты и высшие учебные заведения военные. Просто считаю, те люди, которые выбрали эту профессию, будут вам помочь с нашими психологами, больше здесь присутствуют наши духовные лидеры, которые будут психологом в Хариди. Он также будет с вами работать. И также вам будут разъяснять те пункты, которые вам практически непонятны. Но стараться надо с теми инструкторами, которые здесь будут работать, помимо учителя, как мы называем в школах. Поэтому я вам желаю самого наилучшего. Самое того, что для вас сегодня важно, я понимаю, для вас очень сейчас важен трудоустроиться, и вас работодатели не обманывали. Но сегодня я считаю, что эти вопросы остаются позади, начинается Новый год, практически уже 17-й год, считается уже практически, мы чуть-чуть прошли, научились, как нам жить в 21 веке. 21 век – это век технологий. Надо учиться там учебные заведения. Я еще раз благодарен руководству, благодарен именно правительству Москвы. Благодарен тому, что сегодня вы не думаете, что много если к вам относятся не так, как говорим по-человечески, но люди, которые большинство в нашем российском государстве, руководители, думают о будущем граждан Советского Союза, в частности Республики Средней, они были в России, они продолжали то дело, которое продолжали ваши отцы и деды. Спасибо вам. Сейчас мы пройдем с вами на 2-й этаж, посмотрим класс 1, 2, компьютерный класс, потом спустимся в классы автотренажеров. Это входит в базовый цикл предметов. И здесь предназначен на данный предмет. Вот я вам говорил, что там у вас 168 часов теории, так вот из 168 16 часов теории отводится именно на этот предмет. Предмет оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Понятно, да? То есть здесь вы и теоретически, и практически приобретаете навыки оказания первой медицинской помощи, доврачебной, так скажем, при, соответственно, дорожно-транспортных происшествиях. Уважаемые товарищи, мы с вами находимся в классе изучения основ законодательства в сфере дорожного движения. Либо, проще вам сказать, это класс подготовки по правилам дорожного движения. Здесь проходят занятия по изучению дорожных знаков, дорожных разметок, дальше по порядку проезда регулировщика, порядок проезда перекрестков,
железнодорожных переездах и так далее, и так далее. Рассказываю здесь своим ученикам, как устроен автомобиль КАМАЗ. Рассказываю про двигатель, про сцепление, коробку передач, задние мосты. Это модель действующая, поэтому после ознакомления включаю. И, собственно, важно понять процесс, как происходит превращение движения почки в вращательное движение коленчатого вала. Находимся в классе, в компьютерном классе. Класс предназначен для теоретической подготовки специалистов различных категорий. То есть мы запускаем определенную программу, а эта программа обучающая, то будь обучающая программа, то будь контролирующая программа, то будь осуществляющая зачетное упражнение. То есть, другими словами, мы здесь как и изучаем темы, так и осуществляем контроль знаний пройденных тем. Понятно, да? Так называемые статические тренажеры грузовые, которые обеспечивают возможность покататься при навыке вот эти на современных КАМАЗах. Вы видите, здесь они вполне современные, какие панели являются сделанными. Все. И двигатель естественных условий. Современные. Надо Зеркала заднего вида. именно к ним надо, соответственно, отношение иметь, их это тоже у вас установлен динамический КАМАЗ. Вот он голубой, его действие вы сейчас увидите, тоже я включу. Плюс класс предназначенный для устройства, изучения устройства техники, а также технического обслуживания. То есть здесь вот организованы такие места, вот эти все двигатели, они заводятся. И экраны вы видели в тренажерном классе, но там все-таки мы в классе сидим, и над нами потолок класса, то здесь заходим в кабину, и с помощью вот этих вот цилиндров пневматических, сжатый воздух, там все и по косогорам, и по кочкам, и по горам ездим. При этом на экранах внутри реальная дорога, выбираем любую, загородное шоссе, городские условия, вождение по степям, по горам, какую хочешь программу можно поставить, можно, чтобы шел дождь, снег, и фары включаем, и щетки, и все остальное.